Глобализация как процесс, мы уже говорили об этом, он нивелирует, размывает и уничтожает культурную, национальную основу человека, основу нации, основу народа. Это однозначно мы сегодня видим, то, что тот вал глобализации, который прокатился по Европе, я считаю, что Украина, я считаю, что то, что происходило до этого в Югославии, это тоже один из этапов глобализации. Развалить, раздробить большие государства, подчинить их общие идеи и уничтожить национальную суть этого государства, этого народа и этого человека. Однозначно я не вижу никакого позитивного импульса в глобализации. В той части, в которой мы говорим, в части экономики, да, промышленности, то, что она унифицирует какие-то процессы, то, что она имеет инструменты какого-то глобального управления экономикой, я согласен, да. Но оно при этом разрушает ту основу, которой нас наделил Господь. Мягкосердие, соучастие, благодушие, благонравие. Посмотрите, что творится в области духовной, в той же самой глобализации. Полный провал, полный развал. То, что мы сегодня слышим о институте семьи и брака, который разваливается, о ювенальной юстиции, о том центре, который направлен конкретно полностью против семьи, против тех моральных устоев. Семья – это моральный устой, это ячейка, мы к ней привыкли. Она нравственная ячейка, она моральная ячейка. Она является тем звеном, который передает от старшего поколения к следующему поколению те ценности, которые заложены в душе человека. И одной из задач цивилизации, глобализации является разрушение вот этого морального пласта, разрушение семьи. Почему сегодня на Западе так бьются за семью? Почему поощряют однополые браки? Почему поощряют сегодня создание детей в пробирке и лишение его родителей? На каком основании, на какой основе? Кто дал? Почему они выводят все эти понятия из общей юрисдикции, из общего положения понятия прав человека? Это большая, долгосрочная, продуманная программа на уничтожение в человеке сути Бога, на уничтожение человеком понятия Бога. Я считаю, все, что это делается, это сатанизм. Это чистой воды сатанизм. И кто сегодня этого не понимает, этой опасности, он в глубоком заблуждении. Если мы сегодня не спохватимся, если сегодня мы не поймем, то завтра, послезавтра будет просто поздно. Они нас обезоружат, если мы не придем к Богу, если мы не усилим себя в своей вере, которая дает понятие этого противоборства, которое дает устои, усиление души и веры, которое, дает ответы на все вопросы, как жить человеку в отношении в семье, в отношении к женщине, в отношении к старшему, к младшему, то у нас этого оружия не будет. И мы будем большим аморфным стадом, которое будет поглощено этой глобализацией.